Это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения. Надо крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее. Именно с этих красивых слов я хочу начать нашу передачу о средней общеобразовательной школе номер 1. История школы начинается в 1969 году, когда новенькое здание на улице Пролетарской, дом 18, впервые приветливо распахнуло двери перед 475 учениками. Средняя школа первоначально была рассчитана на 500 учеников, но в иные годы в ней обучалось до 1500 человек, а в некоторых параллелях было по 5-6 классов. Первым директором школы стал Виктор Афанасьевич Артемьев, учитель истории по образованию. Он принял ее в 1969 году и руководил ею до 1976 года. Это был один из опытнейших и квалифицированных руководителей. Он создал дружный, работоспособный коллектив, творческая, целенаправленная работа, которого дала прекрасные результаты. В 70-е годы школа была самой современной. Для полноценной работы имелось 16 классных комнат. Были открыты учебные мастерские на 80 рабочих мест, где велось обучение основам швейного дела, основам обработки металла, деревообработки и электрорадиомеханики. После Виктора Афанасьевича Артемьева школой руководили Михайлов Геннадий Алексеевич, Сорокин Анатолий Николаевич, Иванова Людмила Петровна, Калиновская Светлана Витальевна, Антипина Марина Витальевна, Игнатьев Юрий Вячеславович. Они внесли большой вклад в разработку новых концепций образования, создание нового типа учебного заведения. Это были опытные, компетентные руководители. Под их началом школа была ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждого с учетом индивидуальных способностей. И вот незаметно прошло 50 лет. За эти годы из стен школы вышло более 40 тысяч учеников. Школа гордится своими выпускниками. Они разъехались по всей Российской Федерации и за ее пределы. Среди них более 500 медицинских работников, более 140 юристов, около 70 военных, более 150 деятелей культуры и искусств, около 400 бизнесменов. Есть работники отдела образования города, руководители предприятий, организаций, учреждений и школ. Я здесь училась 10 лет, закончила университет и снова вернулась в эту школу. Поэтому я здесь работаю уже где-то лет 30, поэтому школа – это мой родной дом. И больше половины моей жизни, наверное, прошла в этой школе. Стены мне здесь знакомы, учителя мне знакомы. Я работаю с теми учителями, кто меня учил. И поэтому я уже учу тех детей, которые учились у меня. Я начинала учиться здесь в 70-е годы. Конечно же, школа была совсем другой. Сейчас она просторная, светлая, кабинеты новые, компьютеры у нас, стены совершенно другие. Но каждый уголок знаком, поэтому мне есть с чем сравнить. А вообще школа замечательная. Разными путями идут наши выпускники, но в памяти каждый из них помнит родную школу и хранит теплые воспоминания о ней. Коллектив школы старается идти в ногу со временем. Одна из первых в городе школ стала обучать детей 6-летнего возраста. С 1990-91 учебного года по 2001 учебный год на базе детских садов номер 5 и 12 были открыты классы шестилеток. Одновременно наиболее одаренные дети стали обучаться музыке, танцам, изобразительному искусству. Школа стала углубленно изучать предметы художественно-эстетического цикла.
История школы очень тесно связана с историей микрорайона Западный, который стал одним из главных индустриальных центров нашего города. В 60-е годы здесь очень бурно развивались предприятия, автоагрегатный, завод погрузчиков, на которых работали более 1000 человек. Район рос, развивался, и настала пора строительства школы, которая была открыта в 1969 году. Прошло 50 лет. Наша школа стремится идти в ногу с современной жизнью. Отремонтированы кабинеты, появилась новая материально-техническая база, инфраструктура, появились новые образовательные технологии, которые помогают получать качественное образование. Наша школа по праву гордится своими выпускниками. Это Кожаев Сергей Владимирович, управляющий директор автоагрегатного завода. Это Разбирин Андрей Николаевич, генеральный директор стройтехники. Это Васильев Василий Витальевич, председатель управляющего совета. Булатов Эдуард Александрович, директор компании «Булат Двери». Захаров Николай Матвеевич, директор 10-й школы. Яковлева Альбина Ивановна, директор строительного техникума. И многие-многие другие. Педагогический коллектив старается на территории школы создать территорию успеха для каждого ребенка. У нас есть тесные связи, сотрудничество со спортивными школами города, музыкальной школой, с педагогами Дома детского творчества. Сильной стороной нашей школы является эстетическая и спортивная сторона. И что вы хотите пожелать от себя? Хотелось бы поздравить весь педагогический коллектив, ветеранов педагогического труда, родителей, учащихся, выпускников, спонсоров нашей школы, без которых, конечно, невозможна наша жизнь, с 50-летием юбилея школы, и пожелать всем здоровья и благополучия. В последнее время, согласно программе развития образовательного учреждения, здесь добиваются повышения качества образования, увеличения контингента учащихся, закрепления положительных тенденций в изменении имиджа школы, совершенствования демократического стиля, руководства учебно-воспитательным процессом, использование информационных и коммуникативных технологий в обучении учащихся, повышение роли общественности в управлении школой. Моя педагогическая деятельность началась именно в этой школе, нашей первой школе. И очень счастлива, что оказалась в таком коллективе, в такой школе. С первого момента всех молодых специалистов приняли как своих. Дети тоже поддерживают меня во всем. Очень приятно, когда каждое утро заходишь в школу и слышишь их приятные приветствия, добрые улыбки. И очень хочется поздравить нашу родную, замечательную школу, наш педагогический коллектив с этим замечательным праздником. Пусть наши ученики радуют своими достижениями, своим хорошим поведением, и чтобы наши детки после того, как уходят из нашей школы, не забывали про родной источник первых знаний. В школе функционирует управляющий совет и общешкольный родительский комитет, совет отцов. В школе идет систематическая и плодотворная работа над повышением эффективности и качества образования в новых условиях. Выстраивается система внеурочной деятельности учащихся. Жизнь нашей школы – это жизнь длиною в 5 десятилетий. Ну что такое 50 в масштабах нашего города и страны? Это история судеб тысячи девчонок и мальчишек, которые с помощью талантливых, творческих и энергичных учителей стали взрослыми и успешными специалистами. Вы знаете, мне хочется сказать, что нашей школе всегда, нашей дорогой родной школе всегда 11 лет. Это именно столько, сколько проходят ученики в стенах нашей школы от первого звонка до последнего. Желаю нашей школе быть успешной, чтобы у нее было развитие, а путь развития был непреклонным. Ученики были пытливыми, наши учителя и педагоги талантливые, а выпускникам школы
будущим выпускникам особенно желаю безграничные возможности после окончания школы. Всем нам, конечно же, упорства в достижении своих целей, веры в себя и уверенности в завтрашнем дне. Дорогая наша школа, с днем рождения! Ученики школы ежегодно принимают участие в разных конкурсах и олимпиадах, становятся победителями и призерами. Ежегодно школу заканчивают выпускники, получившие аттестаты особого образца и награжденные медалями за особые успехи в учении. Воспитанники не раз защищали честь не только школы, но и города в различных спортивных состязаниях и были одними из лучших. Эту премию я получила благодаря участию в конкурсах, связанных с литературной деятельностью. Я люблю писать стихотворения, различные рассказы, и моя классная руководительница всегда уведомляла меня о новых конкурсах каких-то. И я, конечно же, была заинтересована и старалась участвовать. Моя премия стимулирует меня двигаться дальше, достигать еще больших высот и развиваться еще больше. В школе каждый день я получаю новые знания, и в будущем я буду их применять. Благодаря учителям я получила именно эти награды. Для нас большая честь, что мы являемся частью такого большого праздника, как 50-летие нашей школы. Несомненно, мы нашу школу не забудем. Будем сюда приезжать, будем вспоминать наших учителей, которые дали нам огромный багаж знаний и отпустили нас в дальнейшую жизнь. Именно поэтому в первую очередь хочется выразить благодарность учителям, нашим мудрым наставникам, которые находятся с нами рядом каждый день. Они дают нам ценные советы и радуются вместе с нами за наши успехи и достижения. В таких достижениях учеников несомненная заслуга учителей-предметников и учителей физического воспитания, продолжающих славные традиции школы. Что вы можете рассказать о вашей школе? Средняя общеобразовательная школа номер 1 – успешно функционирующая школа. Важно отметить, что наша школа стремится прежде всего к созданию необходимых условий для доступного образования. В школе отработана система надомного обучения и детей, нуждающихся в индивидуальном обучении. Наша школа активно участвует во всероссийских мероприятиях и проектах, таких как «Билет в будущее», единые уроки по информационной безопасности, открытые уроки проектория, образовательные мероприятия «Урок цифры», а также онлайн-уроки финансовой грамотности. Хотелось бы пожелать всем педагогам и учащимся, чтобы они активно участвовали в различных конкурсах и развивали нашу любимую школу. Да, я действительно училась в этой школе с 1 по 11 класс. У нас был и 4 класс, и мы были одним из первых шестилеток, которые пошли тогда в 6 лет. Почти все ребята, мои одноклассники, мы пошли очень рано в школу. Училась я не на отлично, но хорошо и отлично были только оценки в аттестате. Было очень интересно. Вспоминаю до сих пор, конечно, с теплотой своих учителей, какие они были молодцы. В основном это педагоги уже на пенсии. И вот в наш юбилей школы мы их обязательно приглашаем, чтобы оказать им такую честь, скажем, поздравить тоже и увидеть, и поговорить. Школе исполнилось 50 лет. Это огромная дата. И что вы хотите пожелать? Я хотела бы пожелать, во-первых, учителям здоровья, крепкого здоровья, терпения, наверное, и находить общий язык с детьми. Ребятам, своим ученикам, всей школе побольше проявлять себя, потому что когда вырастут ребята, они будут вспоминать именно школьные годы, что у них происходило здесь, в школе, после уроков, ну и на уроках, ну и достигать больших высот, добиваться всего того, чего они сами себе желают. Родителям детей хочу пожелать, чтобы побольше уделяли внимание своим детям. Это очень важно, и многим из них, из детей, не хватает этого. А школе процветания, новых вершин и достижений.
Самый лучший момент в жизни – это школьное время. Школе 50 лет – это солидный возраст, крепкий фундамент для новых взлетов и свершений. За столь долгое время школа добилась больших успехов, многочисленных похвал и восхищений. Я хочу поздравить всех учеников, учителей, которые работали в нашей школе и работают, родителей, бывших учеников с праздником, с юбилеем. 50 лет – это много и мало. Желаю всем хорошего настроения, здоровья, радости в работе, в общении с детьми и с коллегами. А самое главное, мы воспитываем человека и прежде всего патриота, патриота своей школы, своей Родины. Человек тогда патриот, когда он любит свою Родину. Одно поколение учеников и учителей сменяет другое. Но неизменным остается дух братства, сотрудничества и взаимопонимания. Ведь главная составляющая школы – это крепкий союз коллектива учителей, учеников и их родителей. Школа – это светлый дом. Мы учиться будем в нем, там научимся писать, складывать и управлять. В школе мы многому узнаем о своем любимом крае, о морях и океанах, об учениках и странах. Нам подают реки, и какие были реки, и какие есть моря, и как крепится земля. В школе мастерские есть, интересных дел не здесь, и звонок пришел, и почта значит школа. Мы хотим пожелать всем ученикам и всему школьному коллективу больше творческих процессов, заметных достижений, больше вдохновения и просто школьной любви и тепла. Пусть школа развивается, идет дальше, стремится к высокому и покоряет вершины. А с вами была я, Екатерина Мельникова, и передача «Крупицы Канаша».